Хомеопсис. Из названия уже слышно, что высокая вот такая пальма быть не может, она больше похожа на кустарник. Это единственный вид пальмы в диком виде, произрастающий в Европе. Минус 15 градусов такие растения могут спокойно выдерживать. В нашем городе хомеопсы вы увидите повсюду, потому что очень широко используют в озеленении. Я же хочу сейчас вам показать пальму, которую вы никогда не увидите на улицах нашего города. Поэтому проходите в тень. О чем задумались, молодой человек? Сразу предупреждаю, в этом парке запрещено рвать листья, собирать цветы, собирать семена. Но листья, цветы — это понятно почему, потому что людей очень много. Семена — это валюта дендропарков мира, семенной материал, обычно им обмениваются все дендропарки. Если кому-то нужны вот эти листья, которые лежат рядом с пальмой, забирайте. Конечно. Можете заодно поднять и примерно взвесить, сколько это вес какой. Как каменный, да. Кто сегодня? Есть такие, которые сами пришли в парк с билетами? Есть? Страховку вы покупали сегодня? 5 рублей. Платили? Наверняка платили. Значит, когда у нас люди приходят в парк гулять самостоятельно, обычно 5 рублей страховку оплачивают. Потому что летом иногда в парке вот под такими пальмами стоять небезопасно. Лист очень тяжелый, а мы с вами стоим рядом с юбеей чилийской, которая сбросила этот лист. Вот эта пальма эти листья сбрасывает. Отойдите от пальмы. В нашем городе все наоборот. У нас круглый год лето, и листопад начинается весной, заканчивается осенью. То есть в летний период времени все экзоты сбрасывают листья. Юбея чилийская не является исключением. Итак, юбея чилийская на родине в Чили. Такие пальмы выращивались плантациями. В нашем городе всего лишь 4 экземпляра, старых 100-летних. Вот как это, 118 лет этой пальме. Она была посажена еще при Худякове. Новые, конечно же, подсаживаются. Но почему их не используют в озеленении? Да потому что вот в этом стволе литров 400 сока. Она очень сочная. Я уже говорила, что зимой у нас бывает понижение температуры. Минус 6, минус 7 градусов, этот ствол просто лопнет при такой температуре. Поэтому в этих случаях эти стволы приходится обтягивать мешковиной, чтобы их спасти. Поэтому только в нашем парке, только в коллекции парка Дендрарий 4 пальмы такие растут, 100-летние. Вы сможете ее запомнить очень просто. Если посмотрите повнимательнее на ствол, на стволе видны складочки, это места соединения старых листьев со стеблем. И этот ствол с годами становится похож на ногу огромного слона. Слоновая пальма. Вот так ее еще называют. Так вам будет проще запомнить. А название есть еще одно. Медовая, винная пальма. Потому что сок, который содержится в этом стволе в Чили, выкачивали из стволов. Если его сбраживают, то получается вино, пальмовое вино. И если сок упарить, то получается пальмовый мед. Ни вина, ни меда никто из сочинцев никогда не пробовал, потому что такие пальмы, их нужно самое главное сохранить. Я же теперь обращаю ваше внимание вот на